Добрый вечер. Как известно, этот год юбилейный, знаковая дата для всего коллектива нашего Государственного драматического театра имени Буслая Ивановича Федогурова. 90 лет. За эту историю немалую, очень много мастеров великих оставили свой яркий след в истории этого театра. Сам по себе храм наполнен несколькими эпох становления. И мы, пожалуй, сегодня начнем из самых его ранних начал, именно когда зародился театр. 29 июля 1931 году именно в этом храме была постановка первого профессионального спектакля «Лихорадка» Церетели. И свои, как говорится, таланты актерские тогда проявили первые актеры на этой сцене. У нас есть сегодня возможность еще вспомнить эти прекрасные моменты и фотокадрами их подтвердить. Потом, конечно, эпоха сменялась за эпохой, приходили новые мастера сцены, актеры, сменялись один за другим, и каждый из них оставлял свое весомое слово, свой след в истории театра. Итак, о каждой эпохе мы сегодня попробуем вам рассказать и показать самое интересное, сокровенное в истории театра. Пройдемте с нами по истории. Пролистывая историю театра, надо начать с основания Народного театра в Южной Осетии, которое неразрывно связано с именем выдающегося режиссера, актера и драматурга Владимира Каирова. В далекие 30-е годы прошлого века, в период, когда в Южной Осетии происходило становление всех видов искусства, свою судьбу с Цхинвали связали многие видные деятели культуры северной части Осетии. Именно в те годы в Цхинвал приезжают Махарбек Туганов, Борис Калати, Арсен Коцоев, Владимир Каиров приезжает в Цхинвал в 1935 году и остается здесь надолго. Помимо работы в Госдрамтеатре, на сцене которого он осуществил десятки ярких незабываемых постановок, Каиров основывает в Цхинвале и Народный театр. Причем это был не просто любительский театр. На его подмостках на заре становления блистали такие выдающиеся представители осетинского сценического искусства, как Нина Чочева, Гаврил Таугазов, Казахмат Чочев и другие. Пожалуй, этот костяк артистов стала первой профессиональной актерской труппой в то время. В 70-е годы деятельность Народного театра по объективным причинам сходит на нет, но именно с коллектива под руководством непревзойденного мастера Каирова принято отчитать историю театральной самодеятельности Юга Осетии. В эти годы активно функционировали в театре два театра – грузинская труппа и осетинский, а также удачно работал государственный ансамбль песни и танца «Симт». Каждый из актеров того времени, непростого времени для становления республики, занимал особую нишу в театре. Ваштарджина балцун деважак. Тужа фандага ювай бафиш. Ваш фандага ювай бафтал. Вона хихета чцуар. Да катчен ном на рох канга ямако хават. Да шырдак банатма анажарда хуттай. Агдауджанай кутсарам. На каштарта, на кабута деважак. Боржадан. На федалто фарн маку башафан. Срашудах даутканен на вахт, той удон кади макудах кашканем. Мана дуа, вот сауш кундала пуе. Дуа маккаджа фатун адам мафазыртой. Разъяв шмарта жахын самарена вдишан тафарудзавга. Уирон адам мафацак хатна у шмартинат да туджиш. Вейнен на нартон федал файбаз зайга хазнау. Яманен на нушты даргамаку пешафат мафута. Амин! Янар хатар барратан да каштар танемасафандум бахпашт.
mycket tradition kastar Adam ras. Så tog jag bakåt och jag köpte marginat. Och nu så bontam. Alla bontam rashuda jag hassan. Сегодня мы отметим неповторимую, яркую, искреннюю актрису Госдрамтеатра, которая оставалась символом национального театрального искусства, истинного актерского мастерства и профессионализма на долгие годы, любимую народную Нину Чочеву, легендарная артистка, знаковое имя в истории осетинского театрального искусства, имя, неразрывно связанное с историей становления и развития театра имени Коста Хитагурова. Ее привел на сцену Владимир Хитагуров, один из основоположников Национального театра Юга Осетии. Он и приметил молодую талантливую девушку среди учащихся школы рабочей молодежи. Сразу же пригласил ее в театр на пробы. Безусловно, талантливо. Таков был вердикт мастеров, занимающихся подбором кадров. А вскоре она выходит на профессиональную сцену со своей первой роли в пьесе «Цагарели» «Тевсек». Она исполнила роль провидицы. В 1934 году руководство театра направляет талантливую артистку в Тбилиси в студию актерского мастерства при театре имени Шута Руставели. И уже в 1936 году руководство Южной Осетии решает вопрос о подготовке кадров для Национального театра из Хинвала в Ленинград. В Театральный институт имени Островского отправляется талантливая молодежь в количестве 20 человек, среди них Нина Чочева. К тому моменту она, успевшая отучиться в театральной студии Тбилиси, уже сыграла ряд ролей на юго-осетинской сцене. Это был невероятно талантливый курс, к тому же получивший хорошее профессиональное образование в одном из лучших театральных вузов того времени. Кроме того, коллектив театра устраивал показы и в стенах военного госпиталя. А Нина Чочева была одной из тех самоотверженных артисток, которые в сложные военные годы не дали угаснуть главному очагу национальной культуры. Ей, конечно, было сложно. На фронт призвали и ее мужа, который не вернулся с войны, к сожалению. С маленьким сыном на руках она остается одна. Тем не менее, ни на день не оставляет свою работу в театре. Играла любимые партии, роли женские, мужские, возрастные. Несмотря на тяжелые условия работы, фактически непосильную для хрупкой женщины нагрузку, она еще сильнее увлекается любимой профессией. Никто и никогда, наверное, наблюдая за этой вечно смеющейся молодой женщиной, колоритным юмором, невероятной самоиронией, не смог бы разглядеть в ней человека с глубокой личной грустью и драмой, собственными переживаниями и какой-то неуверенностью в будущем. Она играла, как будто жила на сцене. Кazın варте бабзарстойн адам, на хусаrirстойн, ваттар ва нефсайстан нефштин, вадут неванг тақару, мак батаят, Иран адай маззарда, мак фариса. Нина Захарьевна жила вот здесь, в однокомнатной скромной квартире, но отдавала нам, соседям, театру, сослуживцам, всему народу столько тепла, радости, своим смехом, неутомимым юмором в самые трудные годы, это в 92-х, 3-х, когда было очень трудно после войны. Она именно поддерживала дух не только в самом театре, но и тут среди соседей. Уже после войны, когда театр возвращался в прежнее русло, к своему обычному режиму работы, она еще сильнее погружается в работу. На страницах периодических изданий тех лет часто встречаются упоминания об одной из ярких артисток тогдашней труппы. Зрители любят Нину Чочеву какой-то особенной любовью, поскольку ее творчество, ее роли близки духу к сердцу каждого из них. Иногда кажется, что она не играла, а сидела где-то в компании своих друзей и просто рассказывала смешные истории из собственной жизни. Нина Захарьевна работала в театре и на склоне лет, в начале лихих военных 90-х. Все так же ответственно, самоотверженно выходила на сцену и согревала, давала надежду не только зрителям, но и молодому поколению актеров, а также великодушно встречала каждое новое поколение.